Коррупция как явление оказывает разнообразное разрушительное воздействие на общество. Она подрывает демократию, верховенство закона, ведет к нарушению прав человека, подрывает доверие к власти, а также разрушает принципы равенства и справедливости в обществе. В этой связи гражданский сектор намерен принять активное участие в борьбе против коррупции и оказать в этом всяческую поддержку руководству страны. В первую очередь нам необходимо все-таки развивать социальную нравственность, которая у нас сейчас находится на достаточно низком уровне, патриотизм, повышать качество образования, так как состав государственных чиновников все-таки должен иметь квалификационное образование, иметь доверие народа изначально, прежде чем заступить на какую-либо должность. Чтобы все-таки стать опорой президенту, а не чинить ему препятствия и представлять интересы определенного круга людей. Как известно, при создании антикоррупционного делового совета главой государства в его состав были включены и представители гражданского сектора. Раньше общественность вообще не подключалась к работе против коррупции. Как отметил член АДС Самат Ибрагимов, это большой шаг президента навстречу обществу, который позволит напрямую знать все его проблемы, связанные с коррупцией. Что это нам даст? Непосредственно все коррупционные проявления видят общество, да, и то есть вот именно при создании включения в состав гражданского общества, это, повторюсь, опять же, большой такой шаг навстречу президента. Для чего? Для того, чтобы напрямую он уже знал все проблемы, да, и проблемы общества и вот именно проблемы коррупции. На данный момент мы разрабатываем стратегию, антикоррупционную стратегию. И надеемся, конечно, по этой стратегии будем работать до 2024 года включительно. И надеемся на плодотворный результат и искоренение коррупции, да, вот именно в госорганах. В ходе круглого стола генсек АДС Нурипа Муканова отметила, что сегодня борьба с коррупцией уже дает положительный эффект. Для этого есть политическая воля президента и поддержка гражданского общества. Она также сообщила, что сейчас АДС разрабатывается трехлетняя стратегия по борьбе с коррупцией. И одним из важных направлений в документе является работа по идеологии «не быть обществу коррумпированным», которую необходимо внедрять в массы. В этом направлении нужно объединить абсолютно все общество, невзирая, что люди работают, допустим, в государственных органах или относятся к гражданскому сектору, или работают в сфере бизнеса. Почему? Потому что все одинаково страдают от коррупции. И если мы скажем, что государственные органы сами не страдают, они тоже страдают от этой коррупции. Поэтому на сегодняшний день очень важно мобилизовать и объединить все усилия, которые есть у нас в стране. Поэтому вот в этом году именно вот этот Международный день борьбы с коррупцией проходит именно под этой эгидой, под этим движением, под этой целью. То есть объединение и мобилизация всего общества для предотвращения, для противодействия коррупции. Гражданское общество играет стратегическую роль в борьбе с коррупцией, обеспечивая систему сдержек и противовесов для повышения прозрачности в государственном и частном секторах. Для этого необходимо сформировать в общественном сознании нетерпимость к коррупции. И тогда гражданское общество само не будет поощрять коррупцию и будет упорно с ней бороться. Начало этому уже положено, а вот сколько времени для этого понадобится, зависит от самого общества. Тимур Тимиргалеев, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.